12 часов 34 минуты. В студии Татьяна Троянская. В ближайшие 10 минут вас ждет интервью с главным режиссером Татарского театра имени Камала, который приехал в Петербург из города Казань. И в ближайшее время, 5 апреля, в Петербурге на сцене Большого драматического театра пройдут гастроли этого коллектива. Итак, слово главному режиссеру Фариду Бекчентаеву, с которым я пообщалась буквально несколько дней назад. Это гастроли какие, продюсерские, или это обычные такие нормальные гастроли, как в старые советские времена? Наверное, все-таки есть какая-то доля, именно то, что вы сказали, советского формата. Потому что мы были в последний раз в 1987 году с советскими гастролями, с большими гастролями. Но в последний раз на фестиваль «Радуга» мы приезжали со спектаклем «Однажды этим днем» в Фоссы. Вот, мы участвовали в фестивале. Поэтому не продюсерские гастроли. Я не знаю. Я бы даже назвал, может быть, это такие дружеские гастроли. Потому что я вот сейчас не помню точно, в каком году БДТ приезжал к нам в Казань с 3, по-моему, названиями. Вот, и, по-моему, очень тепло был встреченный театр. И 2 театра как-то сейчас должны дружить. Если говорить о том, что вы привезли в Петербург, это 5 постановок, которые отражают то, что происходит сейчас в театре. Это так? То есть такие показательные спектакли. Увидев их, можно понять, как развивается театр. Наверное, так. Потому что мы привезли достаточно традиционный, открыть хотим гастроли традиционным спектаклем «Голубая шаль». Эта пьеса идет с 26-го года, не сходит с репертуара. Вот это такой, бренд Татарского национального театра. Вот. Пьеса 26-го года, дата сама за себя говорит. Это достаточно сложный был период у национального театра, потому что национальный театр, Татарский национальный театр, как в отличие от других национальных театров России, возник, СССР того, возник до революции, в 6-м году, силами шакирдов, так называемых, которые закончили медресе, бросили медресе и начали играть в театр. То есть они покончили с религией и ушли... Они как чувствовали, что пора уходить в подполье и заниматься искусством. Действительно, это так. И они же дали... Они были прокляты? Да, какая-то... там история достаточно сложная, потому что в 1905 году, после, видимо, вот этой волны революции 1905 года, у татар в Казани, во всяком случае, возникло какое-то такое острое чувство идентификации, сознания. Это одно. Во-вторых, они хотели образования, потому что медресе образования не давало, и шакирды бросили медресе, вышли на улицу с требованием, чтобы им дали светское образование в медресе. В общем, это такая очень интересная и достаточно театральная история. Поэтому в 20-е годы после революции, конечно же, все было непросто. И 2 человека, это вот Тинчурин и Сайдашев, композитор, они открыли для нашего народа, для нашего зрителя жанр музыкальной драмы. Где достаточно все, казалось бы, на поверхности лежит такая очень простая, незатейливая история, но внутри заложен, я его называю, такой генетический код нашего народа, потому что там очень много элементов, связанных с 18 веком, с 17 веком, с 19 веком, когда проходили достаточно сложные процессы, христианизация, в общем, все. Это вот такая пьеса. Ее почему-то, эту пьесу, не почему-то, в общем-то, вполне по понятным причинам, с ней всегда как-то ее не очень принимают, потому что она не вписывается в такие стандартные рамки представления вообще о драматургии, какая она должна быть. Почему? Это 4 акта, они абсолютно все разные. Вроде бы однолинейная история есть, но в то же время какие-то такие параллельные темы возникают. Об этом все. Потом мы будем играть пьесу «Банкрот». Автор ее Галяскар Камал, чье имя носит театр.
А я думала, вы скажете Островский. Нет, это не Островский. Это не Островский, это наверняка под влиянием Островского, потому что татарский театр и огромное влияние русского театра непосредственно в Казани. Русский театр активно работал в те годы. Вот. И зритель наш и воспитывался, в общем-то, на этой драматургии, на этой эстетике русского театра. Вот, поэтому пьеса «Банкрот», но она немножечко такая модернизированная, хотя пьеса начала века. Потом мы привезли «Дон Жуан», это последняя премьера театра Мольера «Дон Жуан». Вот, она буквально в феврале состоялась премьера. Но это уже Мольер. Это Мольер. И еще 2 спектакля? Да, 2 спектакля. Один спектакль мы все-таки привезли в память о Салимжанове, о главном режиссере, который более 30 лет возглавлял театр. Вот эта постановка идет, я понимаю, что это будет звучать немножечко так, но она идет уже более 20 лет. Вот. Это такая фольклорная этнографическая комедия, вот даже такая немножечко водевильная, может быть, комедия. Вот. Но она с элементами этническими. И мы привезли, так как у нас театр все-таки, слава богу, пожилые актеры еще в строю, и они играют. Это им по 75 лет, под 80. Вот. И где-то, наверное, года 3-4 назад появилась пьеса нашего молодого автора, который принципиально специально для них написал историю вот эту. Вот. И там заняты 4 пожилых актера и 1 пожилая актриса. Спектакль «Запоздалое лето». Вот они все играют. Это легендарные актеры, любимцы публики. На них ходят, их любят, их обожают. Вот все они почти народной России. В общем, это такой букет. Их должны помнить зритель, который еще... Ну, я думаю, что найдется зритель, который их помнит. Про долгожительство спектаклей хочу спросить. Театр же – это отражение жизни, да, и, в принципе, что происходит на сцене, оно так или иначе должно соотноситься с тем, что происходит в нашей реальности. Получается, у вашим спектаклям по 20 лет. Как вы сохраняете их? Не превращаются ли они в музейный экспонат? Что касается этого спектакля, которому больше 20 лет, мы меняли состав. Там играет уже иной состав, не тот, который был. Но это дань Марселю Хакимовичу. Потом у нас таких спектаклей больше нет. Как вы вообще к новой драматургии относитесь? Книга Гузель Яхиной, да, «Зулейха открывает глаза». Вот не собираетесь ли вы поставить, например, ее? Нет, я не собираюсь это ставить. А почему? Ну, я не знаю, мне как-то это, все, что вдруг становится популярным, я и прочитал ее достаточно поздно. Причем специально она у меня была, лежала, но я как-то не читал. Она должна отстояться. Мне позвонили, причем из Москвы, и друзья, они сразу мне начали в трубку. Ты читал? Я говорю, пока нет. Ты прочитать должен, и должен поставить. Видимо, вот это вот «должен» меня сразу как-то испугало. Не тема, а именно вот такой... Да, вот это вот «должен», и я сразу как-то, почему я должен? И я сказал, нет, я не... Внутри мне что-то щелкнуло, что я не буду это делать. Понятно. А вот все-таки вы государственный театр, а государственным театром сейчас в России, ну так, не очень просто. И некоторые театры говорят о том, что государство, поскольку оно выделяет деньги театру, оно некоторым образом вмешивается в художественную политику и рекомендует те или иные произведения, чтобы появились в репертуаре. Как у вас складывается с городской властью? У нас очень интересно складывается. Дело в том, что, вот, например, есть один большой друг театра, он поэт, но в то же время он в Госсовете, депутат Госсовета. Он сказал замечательную фразу. Татарстан долгие годы все пытается заполучить независимость, собственную государственность. Пока это не удается. Но вот театру Камала это удалось. Это совершенно отдельное государство. Но это действительно так. Не вмешивается. В наш процесс не вмешивается структура государственная. Мы получаем президентские субсидии, так называемые. Вот, все проекты пока, которые мы предлагаем, которые мы придумываем, они поддерживаются. Но, может быть, у вас самоцензура хорошо развита? Нет,
Мы действительно достаточно независимы, несмотря на то, что вот государство, министерство нам помогают. Но я пока не чувствую, что от нас что-то требовали взамен. Такого не было. Пока такого не было. У нас есть малая сцена. Там идет вот то, что касается современной драматургии. Ну, на большой сцене есть, но все-таки большая сцена, академическая сцена, она все-таки больше склоняется такой национальной. Ну, не то чтобы классики, но мы очень осторожны в этом отношении, потому что зритель консервативен, наш зритель, национальных театров зритель, потому что совершенно очевидно, понятно, что, может быть, на сегодняшний день это единственное, что осталось, где сохраняется такой очаг культуры, именно национальной культуры. Это язык, это некие традиции, это обряды, это что угодно. Вы сказали, да, про язык. Спектакли в Петербурге будут идти на татарском языке. Я правильно понимаю? Это очень здорово, потому что диаспора татарская же, она здесь не говорит практически на своем языке. Тем не менее, мне кажется, это очень здорово, что будет звучать на татарском языке. И субтитры, да, будут? Нет, мы наушниками пользуемся, да. Причем это и мое тоже мнение. И в Казани также, да? И в Казани также, да. Потому что я видел много спектаклей. Это тяжело. Тяжело смотреть туда на сцену, сюда на сцену, туда на сцену. Ну, еще вопрос по поводу того, как зрители ходят в театре. Потому что соцопросы, в частности, в Петербурге, показали, что на самом деле 2% только населения ходит в театр. То есть процент очень небольшой. У нас театров много, и какие-то у нас театры переполнены, а какие-то полупустые. Как у вас с этим? У нас также какие-то переполнены, какие-то пустые. Наш, слава богу. Но вообще мы комфортно живем. Может быть, это звучит немножко для людей театра, для людей искусства не очень потребно, что мы комфортно живем, но это так. Фарид Бекчентаев, главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Камала. Гастроли этого театра начнутся в Петербурге 5 числа, с 5 по 10 апреля. 5 названий будет представлено на суд публики, и спектакли будут сыграны на сцене Большого драматического театра.